идут угрозы, что Америка теперь не будет помогать Украине. И, конечно же, сразу возникает ситуация, что если Америка не будет помогать Украине, это что значит? Путин выиграет? Что это значит? Что Путин союзник Трампа? Как же так получается? Самая могущественная в мире демократическая страна дружит и собирается дружить с кем? С агрессором, с Россией. То есть нарушаются все договора, все принципы существования международной организации ООН, Организации Объединенных Наций, между прочим, которую создавала именно Америка. Именно ООН, все члены ООН признают, что границы этих государств являются незыблемыми, то есть страны суверенными. Более того, Россия отдельные договора подписала, которые гарантировали Украине незыблемость границ. И получается, Трамп сейчас обнимается с Путиным и навязывает такие условия Украине, которые в принципе разрушают само существование Организации Объединенных Наций. Байден вводил разные пошлины, то введет, то отменит, которые противоречат условиям Всемирной торговой организации, которую тоже создавала Америка. То есть огромное количество институтов, соглашений, конвенций инициированы были всегда Америкой в первую очередь. Это действительно самая могущественная страна. И получается, пришел во власть президент, который разрушает вообще принципы существования международного права, незыблемость границ, о том, что есть обычное в жизни правило, когда кто-то нападает, грабит, то он попадает в тюрьму, и существует уголовный кодекс. Так вот, для стран тех или иных тоже существуют определенные правила и конвенции, и, соответственно, санкции. Вы знаете, не случайно Путин сейчас находится в розыске, и на него выписан ордер на арест Гаагским трибуналом. То есть за конкретные преступления. То есть преступления глав государств или чиновников государств тоже наказывается различными судами, международным трибуналом или еще как-то. То есть существуют механизмы наказания тех, кто нарушает международные правила. И вот сейчас получается, что Трамп предлагает не называть агрессором Путина, ни Россию, оправдывает фактически нападение России на Украину, сказав, что Зеленский, ты сам виноват, ты мог не допустить эту войну. То есть получается, кто-то на тебя нападает, грабит, а вы говорите, ты сам виноват, ты шел или ехал в хорошей машине, тебя ограбили, надо было пешком идти. Это так звучит. Представляете, какой абсурд. И вот этот человек сейчас говорит, что если, Трамп имеется в виду, что если Украина не согласится, то будет Третья мировая война. Вот здесь люди, вот комментаторы правильно пишут, что будет Третья мировая война. И у меня здесь спрашивают, чтобы я откомментировал, каким образом в этом будет задействован Казахстан. Я вам сейчас, уважаемые друзья, показал на примере только одной нефти, что достаточно подорвать трубу. Представляете, вся страна висит на одной трубе, так называемый КТК, Каспийский трубопроводный консорциум. Вся страна. Никаких усилий не сделано, чтобы была диверсификация поставок. И через Каспий мы могли, Азербайджан, Грузия, уйти на Черное море. То есть можно было давно это сделать. И Токаев уже 6 лет у власти, тоже можно было сделать. Назарбаев был 30 лет у власти, тоже можно было сделать. Получается, это не сделано. Вы представляете, только один такой массированный удар, буквально 10 дронами, и все. Казахстан, его экономика обваливается, мы резко нищаем, денег нет, несколько миллионов человек теряет работу, а все остальные становятся в один день нищими. Вы понимаете, какая угроза сейчас существует? И это все, причина этому все война, причина этому, что это агрессор Путин, и причина тому, что Токаев поддерживает Путина, он его друг, и, понятно, Украина поэтому и ударила. Хотя, вы знаете, я критически высказывался по Зеленскому, что он поздравлял с Новым годом, уже второй год подряд поздравляет Токаева с Новым годом. Он поздравлял его с Днем Независимости, он поздравлял его с победой на президентских выборах 2022 года,
Хотя какие это были выборы. Всех конкурентов убрали, ни один демократический президент, ни одна страна не поздравила. Тем не менее, Зеленский поздравлял и поздравляет. Вот я по этому поводу много раз говорил о его непоследовательности, неподготовленности, как политика, как президента. Я к нему критически отношусь, я все время это говорил и говорю. Но тем не менее, в данной ситуации он сделал правильный шаг, был нанесен удар по ближайшему союзнику. Пока 30% объема нефти. Пока 30%. Но и этого хватит для того, чтобы создать большие проблемы нашей экономики. Вот, здесь пишут люди: слава Путину. Видите, слава Путину. Я этому не удивляюсь. Уважаемые казахи, тут многие говорили, казахи поддерживают Украину. Вот как опрос показывает, общественное мнение, всего лишь 20% населения поддерживает Украину. Почти 30% открыто против. И 50% нейтральные якобы, но это не нейтральные, на самом деле они поддерживают Путина. Потому что агрессию, бандитизм, если кто-то к этому относится нейтрально, значит они поддерживают. Уважаемые друзья, нас тут почти 1700 лайков, в эфире вот около 7000 человек. Прошу хотя бы 5000 лайков поставить. 5000 лайков, чтобы продвинуть. Да, лайки помогают продвинуть эфир. Вот сейчас нас более 7000, а лайков всего лишь 1672. Вот, уважаемые друзья, теперь, соответственно, возникает вопрос. А что ждет мир? Действительно ли будет Третья мировая война? Действительно ли Украина теперь потерпит поражение? Как вы думаете? У меня спрашивают, и здесь, пока я говорю, пожалуйста, пишите свои комментарии. Пишите комментарии, что вы думаете по Трампу, что вы думаете, изменится ли ситуация, проиграет ли Украина, ждет ли нас катастрофа и вообще будет ли обвал тенге в связи с тем, что нефть, может быть, не будет поставляться на мировые рынки. Теперь вы, надеюсь, понимаете, что если наша нефть не будет экспортироваться, соответственно, обвал экономики произойдет сразу в ближайшие 2-3 месяца. Теперь вы понимаете. Поэтому прошу писать комментарии, чтобы вы здесь таким образом высказывали свою позицию. Мы таким образом просветим наше население. На самом деле ситуация следующая. Сразу и среди республиканцев выступили с заявлением различные конгрессмены и сенаторы, которые сказали, что Трамп погорячился, они пока на него так открыто не нападают. Но демократы разнесли пух и прах. Пух и прах разнесли Трампа. И я думаю, что ситуация такая, у меня много знакомых живет в Америке, они прогнозируют, что сейчас, именно вот в ближайшее буквально короткое время, начнутся бурные политические процессы в Америке.